Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам прогноз на март 2020 года для водолеев. Посмотрим основные события на колоде Таро, на колодах Ленорман, посмотрим отношения, работу, финансы и совет. Сначала главные события месяца. Поделим месяц на 3 части, и колода из старших арканов нам подскажет, что будет происходить в каждых из 10 дней марта. Первая декада выпадает карта Повешенный. Вторая декада выпадает карта Солнце. Третья декада выпадает карта Сила. Итак, первая часть месяца, первые 10 дней говорят о том, что мы заблуждаемся. Вот от всей души верим во что-то, а потом вот по прошествии буквально 10 дней для нас все совершенно меняется. То есть мы понимаем, насколько мы были неправы, но в тот момент, мы абсолютно уверены в происходящем. Карта говорит о том, что могут быть ситуации какие-то, которые никак не решаются. И совет этой карты даже и не пытаться. То есть если, допустим, что-то не решается само или очень трудно решается, значит, это для чего-то нужно. Скорее всего, вам нужно о чем-то подумать, вот именно в тот момент. Может быть, вам нужно просто отдохнуть, выспаться. Может быть, вам нужно набраться сил. Может быть, нужно решить какой-то внутренний вопрос. Может быть, с теми же самыми убеждениями. Ошибки какие-то, скорее всего, есть. Из-за этих ошибок вас жизнь не пускает дальше, не пускает вперед. Карта говорит о том, что, может быть, вы будете что-то скрывать от кого-то, либо от вас будет скрыто что-то важное, что не дает вам продвинуться вперед. Что-то вы не понимаете, какой-то важный вопрос. Может быть, с собой не можете разобраться, со своими чувствами. Может быть, знаете, когда судьба ведет по своему пути, а мы хотим по своему идти, то есть мы никак не можем договориться с судьбой, мы стараемся настоять на своем, но она сильнее, она нас ограничивает, а на самом деле, если об этом задуматься глубоко, мы неправильно выбрали путь, и судьба пытается нас как-то остановить, старается сделать как можно лучше для нас, а мы сопротивляемся. А также карта говорит о том, что мы можем желать как-то спрятаться от внешнего мира, может быть, нам нужно просто побыть в уединении, может быть, это наше желание, может быть, будут какие-то обстоятельства, когда мы можем быть ограничены, либо пространством, либо в желаниях, либо еще в чем-то, Также карта может говорить о том, что вы на людях можете играть роль человека счастливого, оптимиста, а внутри себя переживать какое-то, в общем, какие-то негативные чувства, печаль и так далее. Может быть, кто-то заниматься будет из водолеев эзотерикой. Вот эта карта как раз очень хорошая для того, чтобы с подсознанием работать. Это для психологов тоже хорошая карта. Карта вдохновения, когда мы хотим творить, хобби своим заниматься, чтобы нам никто не мешал. И в этом черпаем такую радость. Может быть, как раз смена мировоззрения, новое какое-то понимание себя, новое понимание людей, из-за которых, возможно, такая ситуация произошла, или жизнь даже по-другому начнем понимать. Так, что еще? Может быть, мы видим даже не саму ситуацию, а лишь ее отражение. То есть, нет у нас четкого понимания. И во второй части месяца, во вторые 10 дней, все начинает, наконец, проясняться. Карта Солнца, это как раз прояснение. Скорее всего, это будет касаться отношений. И здесь у вас, скорее всего, проблемы, связанные с отношениями. Потому что здесь у нас в лодке 2 человека, И карта как раз может на это указывать. Но не обязательно. Может быть, это как главный момент. Есть еще и какие-то второстепенные. Мы не можем же жить одними отношениями. Карта здесь довольно-таки туманная. То есть карта говорит о том, что мы только-только начинаем что-то понимать, осознавать. Но этого уже достаточно, чтобы у нас поменялось настроение, жизнь и так далее. Могут приходить денежки, могут приходить новые люди. Может успех приходить, заканчиваться какие-то проекты. Может быть, как-то правильно нас начинают люди оценивать, нас начинают понимать, мы начинаем понимать. Кстати, здесь может быть
знаете, желание появляется жить, какой-то азарт такой в жизни. Если тут, допустим, у нас все сумрачно, да, то здесь уже на душе у нас радость, счастье и так далее. Теперь третья декада, выпадает карта сила. Если вот мы смотрим вместе с этими арканами, да, здесь мы сначала переживаем, здесь находим ответы на свои вопросы, и тут уже пытаемся ситуацией овладеть, прикладываем усилия для того, чтобы реализовать то, что мы вот, над чем мы так долго думали, к чему уже приложили ум, разум, да, то теперь уже нужно физически начать что-то с этим делать, то есть воплощать в реальность. Эта карта тоже связана с Солнцем. По сути, тут два Солнца. Но здесь Солнце в тумане еще, да, оно только появляется. А здесь оно уже в полную силу, да, уже в полную страсть. Также здесь у нас, опять же, вопросы, когда мы проявляем себя. Если вот здесь мы себя прячем, да, то здесь мы начинаем себя проявлять. Какие-то любимые дела, любимые люди. Также карта вот самодисциплины. Кстати, вот азартные игры тоже могут по этой карте проходить. Вот у кого проблема с этим, да, вот нужно быть очень осторожным, даже не подходить, потому что действительно очень сильное может быть такое притяжение. Так, что еще? Выражение себя через любимое дело, влюбленность, таланты, да, свои реализовываем. И вообще желание вот что-то делать, желание себя реализовать, любовь, уважение к себе, к окружающим, к чужой жизни. Дети, да, вот вопросы детей здесь могут выходить тоже на первый план для тех, у кого это важно. Кстати, решительность, ревность, желание, вот, знаете, вот очень сильное такое желание покорять свои инстинкты. Но вот здесь будьте осторожны. Можно проиграть, если прикладывать вот именно силу, так жесткость проявлять. Да? Нужно очень мягко действовать. Карта досуга, отдыха, отпуска. Может быть, просто там выходные себе сделать такими очень насыщенными, когда вот мы делаем то, что нам нравится. Вот позволяем себе выйти за какие-то рамки. Отношения для водолеев. 3 карты для тех, кто пока без пары, для тех, кто в паре и для тех, кто в ссоре. Работа. Тоже 3 карты достанем для тех, кто в поиске, для тех, кто работает и у кого свое дело. Финансы. Совет. Для тех, кто пока без пары, выпадает карта Дом. Карта очень хорошая, она говорит о чем-то стабильном, да. Ну, во-первых, здесь как бы 2 трактовки. Либо вас очень устраивает ваше положение без пары, и вы не хотите ничего менять, вам очень комфортно, у вас есть все необходимое для счастливой, комфортной, обеспеченной жизни, и вы живете так, как хотите, ничто вас не ограничивает. Возможно, даже у кого-то есть уже и детки, да, и вы абсолютно не хотите ничего менять. Это одна сторона. Другая сторона, здесь наоборот могут быть перемены. Допустим, у вас может появиться наконец-то опора в жизни, да, у вас наконец-то может появиться человек, который вот вам может стать таким надежным спутником. Дом у нас как бы 4 как минимум угла, да, то есть это очень устойчивая структура. А также карта, посмотрите, такая жизнерадостная, да, зелень, деревья, это с родом связано, красота, это Венера у нас, то есть отношения хорошие, взаимная ответственность, долгое будущее вдвоем, семья, дети и так далее. То есть, смотрите, есть и такая возможность. Вот эта карта, она у нас тоже связана с Солнцем. Посмотрите, у Водолея одно Солнце тут сплошное, да. Вот, поэтому, может быть, это даже человек там знака зодиака, допустим, Лев, да, либо асцендент во Льве, либо просто очень выраженные такие качества, ну, яркого человека, человека, который легко общается, коммуникабельный, оптимист, успешный очень.
может быть высокопоставленный и так далее. То есть нужно быть открытым водолеем в этом месяце обязательно. Можно даже встретить этого человека где-то в доме, да, либо он может прийти к вам как гость, или, может быть, вы где-то в гостях можете познакомиться. А для тех, у кого уже есть пара, выпадает карта «Корабль», замечательная есть возможность для того, чтобы было больше в отношениях страсти, какое-то обновление, может быть, поездка вдвоем, может быть, у вас реализуются какие-то ваши самые-самые вот заветные мечты, которые вот вы вдвоем строили. Карта говорит о том, что здесь судьба меняется, у вас какое-то очень значительное событие, очень большая перемена, может быть, даже у кого-то переезд на новое место жительства. Так, что еще может быть? Изменение образа жизни, изменение круга знакомых может быть. Также может, знаете, даже быть и вот иммиграция, да, то есть переезд на новое место жительства не только в пределах там страны, допустим, да, но и за пределы. Ну и, конечно же, это карта как бы нового всего, да, нового абсолютно, обновления в отношениях. И здесь, вот знаете, вот преобладание цветов таких желтовато-белых, это как бы радость, это новые перспективы, красный это страсть у нас, и коричневые, да, тут есть это как спокойствие такое, то есть мы уверены в том, что мы делаем, и радуемся тому, к чему нас жизнь ведет. Очень хорошие здесь такие энергии для тех, кто в паре. У тех, кто в ссоре, выпадает карта облака. Здесь, конечно же, ну, сама карта уже говорит о ссорах, о непониманиях, о том, что может быть какая-то затянутая ситуация, замешательство какое-то. То есть вы, может быть, не знаете, как поступить, или ваш партнер не знаете, как поступить. Карта связана с воздухом, а это значит, что очень быстро все будет меняться. И воздух – это всегда информация, то есть нужно говорить, нужно объяснять свое поведение, нужно говорить о том, как вот ваш партнер в отношениях, допустим, себя ведет, да, для того, чтобы все понимали. То есть если информация появляется нужная и правильно поданная, то сразу здесь у нас решается вопрос, так как это воздух, да, это очень быстро все может произойти. Вот если, допустим, сейчас не договориться, то ситуация может затянуться до июня, потому что карта облака у нас с июнем связанная. Очень долго ждать, иначе придется. Не надо затягивать. Для работы. Для тех, кто ищет работу, вот здесь замечательная белая карта выпадает. Это карта, знаете, когда мы можем влиять на людей значимых, на коллективы, когда мы входим в коллектив и нас принимают, нас уважают. То есть, ну, замечательная просто возможность у водолеев. То есть, по сути, это карта водолеев вообще. Белая карта, да, у нас водолеи, это как раз такие люди, которые вот приходят куда-то и меняют все это, да, то есть меняют к лучшему. Вот как раз у вас есть такая возможность в этом месяце. Для тех, кто уже работает, выпадает карта «Якорь». Замечательная карта, говорит о стабильности, говорит о получении хороших денежек. Также карта говорит о том, что могут поставлены быть какие-то далеко идущие там цели, планы. Ну, вообще, вот та работа, где вы сейчас находитесь, она стабильная, да, устойчивая, вас, в принципе, здесь все может устраивать. И либо, допустим, если не устраивает, тогда вы можете искать более надежное место, да, и тогда нужно проявить какую-то решительность, храбрость, да, для того, чтобы поменять вот работу. Если, допустим, у вас есть какие-то новые, другие мечты и планы, то нужно решительно действовать в этом месяце, обязательно повезет. Ну, допустим, эту работу мы пока что оставляем, да, и ищем что-то новое, может появиться такая возможность. Для тех, у кого свое дело, выпадает карта «Дом», карта очень хорошая, стабильной работы, карта, связанная с комфортным общением. Когда мы общаемся и с тем, с кем работаем, очень приятно, и с тем, кто у нас обслуживается, да, тоже здесь очень хорошие отношения. Конечно же, здесь карта, связанная с недвижимостью, да, если у вас ваша работа касается недвижимости, замечательный просто месяц.
Для тех, кто своим делом занят вот на территории дома, тоже замечательный месяц. Либо семейное дело, либо, может быть, вы из офиса все-таки решите домой переехать, да, то есть офис на дому сделать. Замечательно тоже будет все получаться. Может быть, для тех, кто вообще никогда не занимался своим делом, есть вот возможность начать вот в этом месяце прямо дома начать реализовывать свои хобби и получать за них денежки. Карта влиятельных людей. Знаете, когда могут быть заключены какие-то очень важные договоры с людьми, которые могут поддержать наше дело, наш бизнес, послужить нам, знаете, таким, ну, как бы репутацию нам создать. Может быть, они нас даже порекомендуют, да, то есть посмотрите, здесь домик, он прям в таких зарослях, да, то есть все растет, все развивается, новые энергии, тут у нас, скорее всего, весна-лето, да, и здесь, конечно, у нас много возможностей открывается, там горы видно на заднем плане, а это значит, что есть куда расти, да. Что еще может быть по этой карте? Может быть, знаете, безопасностью, может быть, нужно заняться. Или, может быть, допустим, вам некомфортно на вашем рабочем месте. Или общаетесь вы как-то некомфортно. Тоже вот этими вопросами нужно заниматься, улучшать все для того, чтобы всем все нравилось. Финансы посмотрим. Финансы для водолеев. Карта метла. Метла, она у нас, во-первых, может ускорить какой-то процесс, да, допустим, были, если задержки какие-то в получении финансов прибыли, то есть возможность ускорить процесс, это раз, тем более повлиять на это. Во-вторых, может быть, как-то очень быстро могут финансы приходить и в таких вот, может быть, небольших количествах, но в общем получится неплохо. Тем более, смотрите, здесь у нас шляпа перевернутая, да, в шляпу обычно у нас там денежки кладут, те, которые мы не заработали, то есть могут быть какие-то подарки, могут быть какие-то поступления денег от людей, которые, может быть, с домом с нашим связаны, да, там от родителей, от близких и так далее, в качестве подарков, может быть. А также здесь вот у нас такая веточка из лавра, да, то есть вот, может быть, деньги нам как премию, допустим, за какую-то хорошо сделанную работу могут дать. Что еще может быть по карте метла? У нас здесь, знаете, вот что-то не так, как обычно. Вот если, допустим, раньше у вас было мало денег, то в этом месяце будет много. Если было, допустим, много, да, то может быть там чуть-чуть меньше. То есть не так, как обычно. А также карта говорит еще о том, что нужно обязательно вкладываться. Постоянная нужна активность, активность, активность для того, чтобы были денежки. То есть просто так один раз поработал, и чтобы потом сумма была большая, такого не будет. А также карта, связанная еще, знаете, с зависимостью. Если, допустим, у кого-то есть зависимость к игре, очень сильная, тут опять же, смотрите, вот мы уже об этом говорили, можно проиграться. Вот просто даже близко нельзя подходить в этом месяце, да. Если, допустим, зависимость просто к деньгам, да, вот когда мы что-то складываем, там копим, да, не тратим на какие-то даже важные вещи, это тоже может как-то плохо отразиться. Здесь вот может, знаете, даже... Ну, в общем, здесь может быть как наказание, потому что в этой карте есть у нас Плутон. А Плутон, он как раз у нас очень сильная такая планета, которая очень справедливо действует. Если вот мы что-то делаем, обязательно результат будет ровно такой, какой мы вложили. Да? То есть причина-следствие работает. И вот здесь вот есть, если, допустим, мы будем как-то с финансами, ну, от финансов в зависимость впадать, да, то нам обязательно это аукнется. То есть, если что-то нужно приобретать, нельзя жадничать и зажимать. Если нужно кому-то помочь, нужно помочь. Если, допустим, нет особых нужд, и это просто какие-то траты, вот по метле это тоже может быть, знаете, тоже как зависимость, когда мы тратим, не считая, то это тоже, в принципе, может нам обернуться не очень приятно. Совет для водолеев выпадает карта лилии.
замечательная просто карта, которая говорит о том, что мы должны во всем вот в этом месяце ориентироваться на самое лучшее, на самое высшее, да, выбирать для себя только правильные, чистые, светлые пути, дороги, общаться только с людьми, которые этого достойны. Здесь могут быть вопросы власти, которые имеется в виду власть и над собой, и власть над другими людьми. Допустим, мы можем захотеть как-то слишком там жестко как-то себя вести с другими людьми, контролировать, да, и так далее. Либо нас там могут контролировать. Вот карта говорит о том, что власть должна быть справедливая, раз, и к себе, и к другим людям это относится. У нас должны быть самые высокие цели и желания. Мы должны проявлять себя во всей красе и открывать новые в себе какие-то таланты. Нужно поставить себя на пьедестал, как человека, который способен на что-то выдающееся в жизни. Может что-то красивое создать, что-то полезное, что-то нужное, привлечь к себе внимание. То есть мы же привлекаем к себе внимание не просто так, а ради того, чтобы сделать что-то полезное, да, что-то дать миру от себя. Вот на это нужно делать акцент. Ну и, конечно же, если говорить просто как о букете, да, то значит это у нас месяц цветов должен быть. Если вы в паре, значит своей партнерше цветы нужно дарить. Если без пары, значит себе нужно покупать цветы, да. В общем, радовать себя, создавать вокруг себя красоту, заниматься внешностью, заниматься имиджем, одеждой, прической. Вот все вот это будет очень важно для водолеев в этом месяце. Друзья, желаю прекрасного месяца марта, желаю весны в душе, чтобы все только самое лучшее для вас сбывалось. Всего вам доброго, до новых встреч.